Сейчас рабочие устанавливают каркас будущей теплицы. Оптимальные размеры конструкции помогут защитить урожай от перегрева и проливных дождей. На 26 сутках будут выращивать экологически чистые томаты. Строит современный тепличный комплекс в Кантышеве инвестор. Рабочие уже установили инновационную вентиляционную систему, которая не только сохранит температуру, но и удержит лишнюю влагу. Высота мы сделали, уклон сделали. Вот тут лоток будет. Собирается все на один лоток. И сюда, здесь еще один удобный. В Ингушетии вот это нет. А вот мы вот это крутим, а вот это верхний поднимается, силикон поднимается. Вот. Изменение воздуха будет лучше. Вот. И когда спускаем, низко спускать. Когда надо, вот так его сделаем, она остановится. Все, вот так будет. Когда не надо, еще отпускать будем, она спускается вниз. Сохранить вкус и спелость урожая поможет также современная система капельного орошения. Ее уже проложили. Теплицу строят по стандартам промышленной, поэтому учитывают не только внутренние условия выращивания овощей, но и внешние. Это короткое лето и затяжную зиму. Верхний вот это закончили. Иншаллах, вот теперь отопление. Отопительные трубы соединяем сейчас. Отопительные трубы закончим, потом вот привезли пленка и пленка закрываем. А вокруг поликарбонат будет, ликсан, поликарбонатом закроем. Всю необходимую рассаду уже приобрели. Первыми планируют высадить больше 7,5 тысяч кустов томатов разных сортов. Это и розовые, и красные помидоры. Фермеры рассчитывают получить уже с первой посадки до 35 тонн помидоров. Только с одного куста в планах собрать больше 6 килограмм томатов. Вот здесь в комнате тоже рассада. Можем на рассаду комнату тоже убрать это все стороны и можем сюда тоже сажать. И здесь тоже сажаем. Тепличные комплексы сегодня являются одним из самых успешных инструментов ответа на санкции. Лучшая практика обеспечения продовольственной безопасности. В Ингушетии предприятия по выращиванию овощей и фруктов доказывают на деле, что плодородная земля и труд приносят хороший результат. Министерство сельского хозяйства и продовольствия по всем вопросам поддерживает инвесторов, желающих вкладывать в развитие региона. Эта идея нами Минсельхозом приветствуется. Ими было к нам обращено по оказанию помощи в части возмещения понесенных затрат. Данная работа сейчас только в начальном стадии, как мы видим. Это в пределах месячный срок они планируют закончить. И дальше уже будет производиться закладка рассады томатов. Импортозамещение и продовольственная безопасность – это большое подспорье для Республики Ингушетия. Будет, как вам сказать, меньше будем завозить, и, соответственно, ценовая политика будет в республике умерена для наших жителей республики. Кроме помидоров, в теплице будут выращивать другие овощи и ягоды. Мощность комплекса позволяет фермеру расширить ассортимент своей продукции. Тем более сегодня свое производство очень востребовано. Огурец. Я могу даже сажать баклажаны, болгарские, зелени, еще клубники. Я уже 27 лет работаю на этой системе. В планах у индивидуального предпринимателя Ибрагима Индива высадить первые кусты будущих томатов уже через месяц. Приносить урожай теплица будет в 2 сезона. Рина Цычоева, Мадина Аздоева. Новости 24.